Здесь вспоминают о том, как жил и как умер 27-летний защитник Родины Джамар Зендиев. Сотрудник ОМОНа Беркут-Юг, управления Росгвардии по Ингушетии, геройски погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции на Украине. О том, каким он был в семье, можно понять по стихотворению сестры, которая посвятила своему старшему брату. Нам всем тебя так сильно не хватает, скорбеть не перестанут о тебе сердца. И смысл нашей жизни теряет. Душевной боли не найти конца. Но ты оставил след после себя. Нам всем не забыть ту доброту, которую ты даешь всем людям и нес в семью. Но все-таки сбылась твоя мечта. Нам всем на радость сына подарил. И о тебе навеки память в нем жива. Он словно ангел в нашей жизни озарил. Джамар родился 7 мая 1995 года в селе Инарки. Закончил 12-ю школу. За годы учебы он показал себя как дисциплинированный, ответственный и примерный ученик. Был готов прийти на помощь тому, кто в этом нуждался. Лерим болуш, тиешими болуш, тунда аддыла дикер дидза квачиш деш, диша чакпелер, диша кейтер бар, болт доллар бар, эздел доллар бар. Для знакомых и близких Джамар Зендиев остался примером настоящего мужества. Он показал, как можно достойно жить и также достойно встретить свою смерть. Мы с ним уголовно ходим, уголовно газет дарьер, док газет дарьер. Ер турт позамсак бар, умахчем док болуш. Яхью уголовно торхал умахи болуш хан бол яхью канти болуш хан симхан дамуча хан не памол яру. Свою рабочую деятельность Джамар Зендиев начал в 2021 году сотрудником Росгвардии по республике Ингушетия, а в июле 22-го перевелся в ОМОН Беркут-Юг, в составе которого добровольцем вызвался принять участие в специальной военной операции на Украине. Там жизненный путь младшего сержанта и оборвался. Джамар был дисциплинированным сотрудником, беспрекословное выполнение, храбрым, мужественным, отважным и что подтверждается тем, что он без каких-либо сомнений убыл в служебную командировку для выполнения служебных задач и с достоинством выполнял свои обязанности. Джамар Зендиев – один из 3 сотрудников ОМОНа Беркут-Юг, управления Росгвардии по Ингушетии, которые геройски погибли на Украине. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в школах установили информационные таблички и стенды, посвященные выпускникам этих школ, погибших в ходе спецоперации по защите республик ЛНР и ДНР. Все они удостоены орденов мужества. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков. Новости 24.